Когда таджикские чиновники уже подавятся наворованным? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Сотрудники агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержали председателя Рашского района и руководителя аппарата райадминистрации по подозрению в коррупции. Источники сообщили, что глава Рашского района Рахимджон Набизада Мукими и председатель аппарата районной администрации Халмухамад Артиков подозреваются в незаконном выделении земельных участков и получении взятки. Достоверный источник в антикоррупционном ведомстве сообщил 23 января, что председатель Рашского района и глава аппарата райадминистрации были задержаны накануне в своих рабочих кабинетах в присутствии свидетелей. В агентство поступила жалоба, что глава района занимается продажей земельных участков и незаконно предоставляет предпринимателям участки под строительство в райцентре. Ранее был выявлен факт незаконного выделения земельного участка. Сейчас же глава района был задержан при получении взятки в размере $10 тысяч. Взятку ему должен был передать посредник, глава аппарата райадминистрации. Оба чиновника задержаны при передаче взятки, рассказал источник. Как вы относитесь к этой ситуации? Почему мы уже к этому относимся как к чему-то должному? Разве коррупция – это нормально? Сообщение о задержании председателя Рашского района и его подчиненного было опубликовано 23 января на фейсбуковой странице местного активиста Сайдулло Худайорова. В агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и других госструктурах не подтвердили, но и не опровергли сообщение о задержании главы Рашского района. Тем временем другой источник сообщил, что глава Рашского района Рахимджон Набизада вскоре был освобожден, поскольку имеет депутатский иммунитет как член Маджлиси Милли, а против председателя аппарата райадминистрации Халмухамада Артикова возбудили дело о мошенничестве. В настоящее время глава аппарата райадминистрации находится в изоляторе временного содержания. Начато расследование, добавил источник, который предпочел остаться неназванным. Рахимджону Набизада, 61 год. В прошлом он работал руководителем райфинотдела и первым заместителем председателя Рашского района. С 2019 года председатель Рашского района. 64-летний Халмухамад Артиков с 2017 года работает председателем аппарата Рашской райадминистрации. До этого он был заведующим районным отделом образования. В Таджикистане ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел против чиновников, занимающихся махинациями с выделениями земли. Но количество преступлений в этой сфере не уменьшается. Несколько лет назад президент страны Мамари Рахмон назвал коррупционный рынок торговли землей неизлечимой болезнью Таджикистана. В 2020 году экс-мэр города Куляб Бахром Инаятзада был приговорен к 12 годам колонии. Суд признал его виновным, в частности, в злоупотреблении властью, получении взятки в крупном размере и незаконном предоставлении земельного участка. Инаятзада отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что дело против него было сфабриковано. Антикоррупционное ведомство Таджикистана, по мнению местных экспертов, сосредоточилось на задержаниях мелких чиновников и госслужащих. Их легче ловить, доказать вину. За ними практически никто не стоит. Эксперты считают, что выявленные преступления и правонарушения совершенно не отражают реальную картину с коррупцией в стране, которая носит, по утверждению аналитиков международной организации, глубоко системный характер. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, особенно к тому, что депутата отпустили, потому что у него депутатский иммунитет? Может, их уже пора лишить этого? Как вы думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.